идти, себеки ничего, идти и берегие, урудурюхар, уруйдурюхар, уруйдурюхар. Арджики жапта, арасири сапта. Добрый день, уважаемые гости! Наш конкурс «Кинолетопись Якутии» после длительного перерыва вновь начал свою работу. 16-й конкурс состоялся в 2019 году, но затем, во время пандемии, несмотря ни на что, был проведен 17-й заочный конкурс. И сегодня в этом красивом зале музея «Моя история» мы приветствуем гостей и участников 18-го республиканского конкурса «Кинолетопись Якутии». В этом году наш конкурс приурочен Году педагога и наставника в Российской Федерации и Году труда в Республике Саха-Якутия. Ежегодно в архив Национального центра аудиовизуального наследия народов республики поступает большой массив новых кино и видеоматериалов от населения, авторов фильмов и организаций. Затем наши эксперты просматривают материалы, присваивают им статус аудиовизуальных документов, и самые интересные из них становятся участниками конкурса «Кинолетопись Якутии». Для участия в 18-м конкурсе «Кинолетопись Якутии» было отобрано 25 наиболее значимых в историческом, общественном и культурном плане работы. А дальше экспертная комиссия определила победителей конкурса по 9 номинациям и обладателя гран-при конкурса.
Давайте поприветствуем экспертную комиссию жюри нашего конкурса. Председатель жюри Силина Марина Владимировна, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Заместитель председателя жюри Москвитин Степан Иванович, директор Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия имени Ивана Спиридоновича Жараева. Члены жюри Румянцев Петр Васильевич, директор Национального архива Республики Саха-Якутия. Пшенникова Анна Владимировна, главный хранитель Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики. Якимец Валентина Афанасьевна, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, режиссер Государственного театра юного зрителя Республики. Слово для приветствия предоставляется директору Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия имени Ивана Спиридоновича Жараева Степану Ивановичу Москвитину. Дорогие друзья, ветераны кинематографии, уважаемая Марина Владимировна, я очень рад видеть и приветствовать вас в этом зале на 18-м республиканском конкурсе «Кинолетопись Якутии». Этот конкурс родился в 1999 году. Автором и идейным вдохновителем этого конкурса является известная вам член Союза кинематографистов России, почетный кинематографист Республики Саха-Якутия Любовь Аполлоновна Лобанова. Она является и идейным вдохновителем, и организатором, и реализатором этого прекрасного конкурса. Ну и, конечно, вы все знаете, что без поддержки аксакалов, можно так сказать, ветеранов кинематографии, таких как Иван Спиридонович Жараев, чье имя сегодня несет с гордостью наше учреждение, Виссарион Андреевич Томский, этого конкурса, конечно, бы не состоялось. Я хочу, чтобы мы поприветствовали Виссариона Андреевича, который сегодня находится в нашем зале, который сделал колоссальную работу для того, чтобы увековечить, собрать и сохранить, и вообще поставили вопрос о создании этого уникального учреждения. Но надо сказать, что действительно учреждение уникальное, оно имеет статус особо ценного объекта культурного наследия народов Республики Саха-Якутия. Понимаете, да? Этот статус имеет очень ограниченное количество учреждений культуры, и все за него бьются, но решением нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева этот статус был нам присвоен, чем мы очень гордимся. Сегодня наше учреждение является одним из ведущих учреждений, но точно на Дальнем Востоке самый большой, наверное, архив видеоматериалов сосредоточен именно у нас в республике. И это, конечно, благодаря кропотливой, может быть, незаметной, но очень важной работе всех сотрудников нашего центра, которые собирают, систематизируют и устанавливают, можно, если так сказать, на вечное хранение для будущих поколений эти уникальные видеодокументы о жизни, истории, культуре и разных событиях нашей необъятной республики, многонациональной республики. И я, конечно, благодарю наш весь коллектив, и мы этим продолжаем заниматься. Сегодня у нас в фондах более 46, но если быть точным, 46 500 единиц учета кино-видеодокументов. На самом деле, если проанализировать, это очень солидный и большой, можно так сказать, фонд кино-видеодокументов, который у нас сегодня находится в фондах. Я был недавно в Москве, в нашем Российском государственном архиве кинематографии, кино и
документов, ведущий архив, ну, самый главный наш архив. Конечно, они тоже очень долго шли к тому, чтобы получить новое здание. Они сегодня, в этом году, только переехали в новое здание, хотя открытый этот архив был в 26 году. Огромнейший массив материалов о живой истории нашей страны. И это дело мы тоже продолжаем. Они нас знают и тоже, значит, очень интересуются нашими успехами и нашими проблемами. Мы, пожалуй, единственный субъект, который имеет закон об аудиовизуальном наследии. Это очень важно. Промониторив, мы, в общем-то, не нашли ни одного закона в субъектах Российской Федерации. Благодаря Александру Николаевичу Журкову в 2005 году этот закон был принят, и сегодня мы в рамках этого закона ведем нашу деятельность. Ежегодно, наверное, около 1500 новых кино-видеодокументов мы принимаем на учет. И комплектование, и, значит, пополнение этого фонда – это очень важно и один из направлений, ну, я скажу, важных направлений нашей деятельности. И вот благодаря кинолюбителям, организациям, муниципальным образованиям, частным лицам мы пополняем наш фонд, и мы понимаем, что чем больше и интереснее будет киноматериалов, тем, конечно, богаче будет и наша республика, и история нашей республики. И с этой целью, с целью популяризации, с целью, можно сказать, пропаганды, информирования населения, мы и был организован данный конкурс. Я желаю всем участникам конкурса успехов, но комиссия поработала, победители определены, и поэтому предлагаю начать нашу работу. Спасибо за внимание. Дорогие гости, друзья, коллеги, вот уже 18-й раз проходит конкурс кинолетописи Якутии, созданный еще в конце прошлого века при поддержке первого директора Василия Васильевича Пестерева, Андрея Анатольевича Зайкова, Галины Константиновны Охлопковой. И все эти годы рядом с нами были вы, наши единомышленники, те, кто собирает по крупицам зримую историю нашей республики. И надо сказать, что почти половина фонда Центра аудиовизуального наследия состоит из тех документов, которые были приняты на государственное хранение именно благодаря конкурсу «Кинолетопись Якутии». Я от души поздравляю тех, кто сегодня станет победителями в различных номинациях. Я желаю вам творческих успехов, новых поисков, новых находок и поздравляю вас с наступающим Новым годом. Дорогие друзья, мы начинаем торжественное подведение итогов 18-го республиканского конкурса «Кинолетопись Якутии». И первая номинация «Служение во благо народа». Участники обогатили наш фонд редчайшими кадрами из жизни видных политических деятелей республики. В них отражены их мысли, надежды и деяния, знаковые события века минувшего и наших дней. Я вечно буду, сколько вот в среднем мире живу, благодарен своему народу. Михаил Ефимович, где мы с вами встретились? Что это за место? Мы встретились на территории собственности Республики Саха, которая получена московского правительства, администрации президента. Народ республики доверил Михаилу Ефимовичу Николаеву высший государственный пост. Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Якутской Саха Советской Социалистической Республики. Вас также. Спасибо. Спасибо.
Во-первых, благодарю то, что вы согласились встретиться. Минуту хочу. Пятая часть нашей Великой России. Эта территория сопоставима люди уверены, чем больше, чем больше снег, и мы специально выращиваем молочную жеребенку до 6 месяцев. Это Хабаровск, Благовещенск, русского народа. На сцену приглашаются номинанты: Сардана Николаевна Барабанова, «Күн оголоро». Интервью с первым президентом Республики Саха-Якутия Михаилом Николаевым в санатории Бесчагда, города Москва. «Я благодарен своему народу». Ганкевич Вадим Анатольевич. Встреча Егора Борисова с председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым в 2011 году. Для вручения номинации «Служение во благо народу» и оглашения имени победителя на сцену приглашается Никитин Захар Николаевич, народный депутат Государственного собрания Ил-Тюмень Республики Саха-Якутия. Еще раз добрый день, уважаемые участники конкурса, Степан Иванович, Марина Владимировна и все почетные гости. От имени Государственного собрания Ил-Тюмень вас поздравляю итоговым днем конкурса и с большим волнением разрешите огласить победителя в номинации «Служение во благо народа». И победителем становится Сардана Николаевна Барабанова. Давайте еще раз бурные аплодисменты подарим победителю в номинации «Служение во благо народа». Вас поздравляют ученицы 11 класса Высшей школы музыки имени Василия Афанасьевича Босикова, Куприянова Саяна скрипка и Цкаева Алана фортепиано. Преподаватель Черепанова Марьям Михайловна. Леонид Николаев, соната, часть первая.
Внимание на экран. Как правило, карьера больших актеров и звезд сцены начинается с детства, с мечты, с интереса и притяжения к прекрасному, к театру Оленхол, звуку Хамуса. Мы уверены в том, что на этих кадрах запечатлены юные лица актеров будущего. Именно так мы и назвали следующую номинацию «Актеры будущего». На сцену приглашаются номинанты, предоставившие видеоматериалы. Адамова Саргалана Саввична. Детские спектакли. Васильева Любовь Ивановна. Республиканский дом народного творчества и социально-культурных технологий. Эпос Оланхо. Музей и центр Хамуса народов мира. Городской фестиваль-конкурс Ылла-Той Хомгум. Для вручения номинации приглашается Якимец Валентина Афанасьевна, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, режиссер Государственного театра юного зрителя Республики Саха-Якутия. Добрый вечер, дорогие друзья! Всех поздравляю с сегодняшним замечательным днем подведения итогов республиканского конкурса. Давайте огласим победителя. Номинация «Актеры будущего». Победитель Адамова Саргалана Саввична. Дальше. Одаренные дети – это подарок обществу, стране и истории. Заметить их, не упустить их дар, не дать раствориться в толпе – задача талантливых воспитателей, педагогов, наставников. Все смыслы и секреты этого призвания заложены в номинации «Сердце отдаю детям». Внимание! Төрәбит наров пут философия тәйтеринен кеһи айылга гото. Айылга кеһи алахата. Же уота тыынар салгына ахыр аха туттар сәбә таңнар таңа. Айылга гото проегинен кекке кемнер гөләләбит биттүмүгүнен Анастасия Дарвасова соруйбут. Анисия Евлева тылбаһыгар сахарга коптото оннекини доготторун мүчүркеннәк сырылар история тыттан быһатардыны күнчан хуян солусчан отто бөлөңөн олорун толорутугар тахардыбыт. В этом квантуме мы занимаемся сборкой, программированием и управлением беспилотных летательных аппаратов. Область применения беспилотников очень большая. Сначала они использовались только в военных целях, но в дальнейшем они стали применяться в гражданских целях. В основном их используют для фото и видеосъемки, сельхозработ и доставки грузов небольшой массы. На сцену приглашаются номинанты.
Гуляева Акулина Дмитриевна, спектакль «Олонхо», учитель-педагог. Гаврилева Оксана Дмитриевна, воспитатель детского сада номер 17 Кюнчен, «Приключения розовой чайки». Дворец детского творчества имени Фатии Иннокентьевны Авдеевой, обзор деятельности кружков. Давайте еще раз поприветствуем наших номинантов. Для вручения номинации приглашается Слепцова-Корякина Наталья Владимировна, отличник культуры Республики Саха-Якутия, актриса театра «Олонхо». Долгуен тронаттон билен кайылах атын әдемеді. Бұл номинацияға кайыр Гуляева Акулина Дмитриевна. Акулине Дмитриевне бурные аплодисменты. В программу конкурса «Кинолетопись Якутии» со дня основания включается неизменная священная номинация «Память о воинах, защитниках Родины, героях Великой Отечественной. Их доблесть и подвиги в наших сердцах». Номинация о героях былых времен. Ой, да генерал, да майор, отпусти меня домой. Ой, да отпусти меня домой к отцу. Первая мировая война – один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Мировой войны из Хангаласского улуса. Как известно, этот знак отличия являлся высшей наградой для солдат и офицеров за боевые заслуги и за храбрость. Заслужить солдатский Георгиевский крест можно было только совершив боевой подвиг. Данный видеоматериал, уважаемые гости и зрители, был представлен без аудиосопровождения. На сцену приглашаются номинанты. Пластинина Фенна Юрьевна, герой забытой войны. Документальный фильм об участниках Первой мировой войны Хангаласского улуса. Григорьев Святослав Павлович. Архивные съемки 80-го года. О легендарном пулеметчике, о герое Советского Союза Николае Саввиче Степанове. Лебедкина Елена Андреевна. Документальный фильм «Навечно в памяти народной» о герое Советского Союза Федоре Попове. Для вручения номинации на сцену приглашается Ефимова Ирина Владиславовна, первый заместитель генерального директора по информационной политике Национальной вещательной компании «Саха». Здравствуйте, дорогие друзья! Очень большая честь вручать именно эту номинацию. Как вы знаете, мы и чтим память героев былых времен, и сейчас наши военкоры, ребята, вы, наверное, все смотрите, да, сюжеты
как они ездят на передовую за ленточку и снимают там о наших ребятах репортажи и сюжеты. Народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего, да, так говорят. Эту фразу приписывают Михаилу Васильевичу Ломоносову, но свидетельств тому нет, потому что, наверное, тогда не было таких центров аудиовизуального наследия и кинохроники в те времена. Вот. А у нас есть вот с вами уникальная возможность, и вот я сейчас, когда сидела, подумала, что, может быть, эта возможность, она у нас и не очень долгая, потому что мы уже входим в эпоху дипфейков, когда можно любую хронику подделать, и вот, наверное, вот эта уникальная хроника, да, вот этот наш период, мы вот в уникальное такое время живем и сохраняем это. Спасибо, и разрешите огласить. В номинации о героях былых времен победил Григорьев Святослав Павлович. Давайте еще раз поздравим наших участников, дорогие друзья, бурными аплодисментами. Спасибо. Я, оказывается, второй раз стал номинантом. В начале этого века тоже мне доводилось пережить такое приятное мгновение. Спасибо. Слово предоставляется Лебедкиной Елене Андреевне за документальный фильм «Навечно в памяти народной». Дорогие друзья, документальный фильм «Навечно в памяти народной» был снят на родине героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова. И этот фильм снимался на Украине, в Белоруссии, где воевал наш первый герой Советского Союза из народа Саха. И вот когда я сегодня смотрю телевизор, когда слушаю радио, то те деревеньки, те города, которые упоминаются сегодня в действиях военных, по ним проходил Федор Попов, первый герой народа Саха. И вы сегодня видели кадры из фильма документального. И в этих кадрах идет женщина, которая воспитала героя Попова. И она идет по земле Белоруссии к могиле своего воспитанника. И на могиле своего воспитанника она положила землю, священную землю с родного лаза героя. И те окопы, которые в 70-х годах были еще свежи в Белоруссии, они упоминаются и сегодня, в нашей сегодняшней жизни. Слава нашему первому герою Федору Попову. Я написала много книг. И в последнее время по заказу Верхневилюйского улуса мной написана книга «Древний род Халантулахы». И кроме того, мной написана книга «Отверженные судьбы моих предков» о моих земляках,
родственниках из Уселданского улуса. Эти книги были напечатаны в Новосибирске. Свою книгу авторскую «Древний род Халантуласын», в которой есть 3 тарёччы родословных. Это родословная Халантулахан Лебедкиных, значит, начинается за 300 лет до прихода русских на землю якутов. И эта родословная имеет 300 человек. Кроме того, в этой книге есть родословная Ивановых Карачиных и Мухоплевых Кардашевских. Это тоже мои предки. Эту свою книгу, которая в Вельтюмене, 2 мои вот эти книги в Вельтюмене, значит, оценены как монографии. И одну из этих книг «Древний род Халантуласын» я хочу сегодня вручить Степану Ивановичу Москвитину. С глубоким уважением и желаю вам всего наилучшего и в жизни, и в труде. Но вы все знаете, что Елена Андреевна уникальнейший человек, всесторонний, настоящий патриот, у которого вот мы все учимся, и вся молодежь должна учиться. Она очень много нам рассказала, как она создавала фильм, как она писала эти книги и так далее, и так далее. Вот, горячее сердце. От всего сердца весь наш коллектив желает вам крепчайшего здоровья, всегда быть на волне событий и всегда быть оптимистом, какой вы являетесь. Спасибо большое. С поздравительным номером для вас выступает Леонид Анциферов, солист симфонического хора Государственной филармонии Якутии имени Кривошапка. «Синяя вечность». Море вернулось говором чаек, песней прибоя рассвет пробудив, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом алым вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им в детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом алым вместе с собой. О,
Леонид Анциферов. Следующая наша номинация – документальное кино «Эволюция жанра». Всех участников, номинантов конкурса «Кинолетопись Якутии», пополняющих наш фонд, объединяет одна благородная цель – внести свою лепту, свое слово, свой штрих в историю Якутии. А бесценные архивные кадры в умелых руках профессионалов-документалистов, мощную силу воздействия и новую ценность. Якутов, составлявших 87% всего населения Якутской области, едва достигала 0,7%. В крупнейшем Батурусском улусе Якутии работали лишь 2 начальные школы с 3 учителями и 1 маленькая участковая больница. Наш герой был 6-м ребенком в семье, где было 10 детей. Его родители, отец Андрей Александрович и мать Анна Николаевна, были состоятельными людьми. Всю жизнь занимавшиеся традиционным для якутов делом, они разводили коров. Родословная якутских семей, которую каждый род считает нужным тщательно изучить и передать по наследству, чем-то напоминает священное писание. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и... Наша республика уникальна как по территории, так и по богатству своей природы. Полвека назад были открыты знаменитые кимберлитовые трубки в Западной Якутии, что стало основой для создания алмазной промышленности страны. Сегодня наша республика на пороге больших перемен. Она является форпостом экономического развития всего Дальнего Востока. Принятая и утвержденная программа комплексного развития республики до 2020 года закладывает фундамент завтрашнего дня сурового края. Основные инвестиционные проекты Нижнеленская. Приглашаем на сцену номинантов. Амбросьев Алексей Алексеевич. Документальный фильм «Лингвист». Степанов Илья Петрович. Директор медиахолдинг «Столица». Документальный фильм «Алмазная россыпь Северного края». Ушницкая Ольга Иннокентьевна. Документальный фильм «Знаки судьбы». Художественного фильма «Тайна Чингисхана». Монреаль, 2009. Для вручения номинации на сцену приглашается Альбина Степановна Данилова, член экспертной комиссии, журналист, киновед. Добрый вечер, дорогие друзья. Для меня большая честь объявить имя победителя в номинации «Документальное кино. Эволюция жанра», потому как именно режиссеры, создатели, авторы, кинодокументалисты, можно считать наши коллеги, и мы очень гордимся, что они свои произведения, пускай так это звучит громко, это действительно произведения, приносят нам в дар на государственное хранение. Итак, в номинации «Документальное кино. Эволюция жанра» победитель Амбросьев Алексей Алексеевич. К сожалению, его сейчас нет в зале, но мы обязательно передадим ему наш приз. Вот давайте подарим аплодисменты участникам, а приз победителя непременно найдет своего обладателя. Ну а мы с вами, дорогие друзья, продолжаем. Человек призван трудиться, творить и созидать, несмотря ни на что и не ведая границ. Совершать невозможное, преодолевать барьеры, используя новые технологии, осваивая интернет-пространство. В период пандемии это успешно доказали на своем опыте участники конкурса в номинации «Искусство без границ».
Испытано на себе. Ранним утром 30 марта нас собрала дежурная машина и отвезла в аэропорт. Так началась наша увлекательная командировка в Момский район. Здесь мы проведем несколько замечательных дней, будем снимать для вас интересные сюжеты. Ну, а я, в свою очередь, в этом выпуске передачи «Испытано на себе» расскажу про то, как это все происходило. Чуть-чуть. Отделить последний палец. Вот. Ну, лапа уже полностью отделена. Ну, если так вот, именно вот так высушить, то должно выглядеть довольно красиво. Ну, теперь... Да, она немножко усохнет. Ну, размер сантиметр, наверное, сократится. Ну, мяса много, так сказать. Довольно. Вот еще жир у ступени. Ну, вот это засохшую старую часть тоже отделяем. Вот, мы разделали, вот так он выглядит. Сергей бегетерах болар, боркута. Ей болан искенгер екута. Саха сах-сагаттан сагаллыбыт ара емнета. Үс көккө төмүллүбүт үрүнкүйе. Приглашаем на сцену номинантов. Ачиров Руслан Валерьевич. Проект «Якутия-24» испытано на себе. Мультимедийный исторический парк. «Россия. Моя история». Цикл лекций и сюжетов о якутских традициях вчера и сегодня. Тумен Хамаганов Пурбо Вова. Триединство души. Просим выйти племянницу Нарии Жиркову. Для вручения номинации приглашается Новикова Саина Эдуардовна, директор ивент-агентства «Саин». Добрый день, дорогие участники конкурса, уважаемые почетные гости. Мне очень приятно и волнительно вручать такую награду «Искусство без границ». Сама являюсь дочерью кинорежиссера Эдуарда Новикова, известного по картине «Тойон Кыл, царь птица». Понимаю всю ценность сохранения киновидеоматериалов, потому что они являются неотъемлемой частью культурного наследия нашей республики. И разрешите озвучить победителя. Победителем номинации «Искусство без границ» становится мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история». Бурные аплодисменты нашим участникам, дорогие друзья. Реабилитационные центры, социальная педагогика, возвращение добрых семейных традиций. Эти понятия неразрывно связаны с нашей повседневностью. На экране представлены видеоработы в номинации «Сделать жизнь лучше». Внимание! Ondan aksı tebit tamam.
Бу оғону ити соруга ити ден этебит, ухую ити онна үйрети ден үст хайысқаға арарыяқ бұтын сөп. Оны боллағына былыр гаттан бұ иккис тахыма боллағына биткенниттен келер тыын иккис олығы билге ден. Тыын көрері аттанар. Позвольте пригласить на сцену номинантов. Диадорова Светлана Владимировна, Центр пропаганды и социальной реабилитации «Сагак». Семенова Ольга Ивановна, директор детского издательства «Кескиль» имени Николая Егоровича Мординова, Амма Атчигая. Для вручения номинации приглашается Дьячковская Марьяна Артуровна, заместитель директора мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». Уважаемые гости, уважаемые участники конкурса, прежде всего хочется поблагодарить организаторов, участников всех за то, что они делают вклад в историю. Ведь история – это не только крупные исторические события, это жизненные мгновения каждого из нас. Итак, позвольте огласить результаты. Номинация «Сделать жизнь лучше». Победитель Диадорова Светлана Владимировна. В следующей номинации «Писатель и время» прозвучат имена писателей Якутии: Дмитрий Кононович Сивцев Сорнамоллон, Василий Семенович Яковлев-Далан, Степан Егорович Дадоскинов. Личности, творцы, прожившие с веком наравне, архивные записи и видеофильмы, переданные номинантами, открыли для нас новые страницы творческого наследия якутских писателей. Драматург ведь Как не драматург? Он драматург самый настоящий. Я говорю, он не только был драматург. Последнюю работу. Да, он и как Luchado y te mete cada vez a este captur llama dia. На сцену приглашаются номинанты: Гоголева Сарглана Васильевна, видеоматериал о работе над созданием памятника архитектуры Дмитрия Кононовича Сивцеву Сорун Омалон, литературный музей имени Платона Алексеевича Аюнского, народный писатель Василий Семенович Яковлев-Далан в Техтюре Хангаласского улуса, Ачиров Руслан Валерьевич, цикл фильмов и передач известного якутского поэта, писателя, журналиста Степана Егоровича Дадоскинова «Звезды над Колымой. Очерки о героях социалистического труда». Съемки 1972 года. Для вручения номинации приглашается Кривогорницын Иван Юрьевич, кинорежиссер, лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Василия Васильевича Никифорова-Кюльмнюр, председатель Союза кинематографистов Республики Саха-Якутия. Добрый день, дорогие друзья! К сожалению, я не председатель, а всего-навсего заместитель. Председатель наш Эдуард Алексеевич Новиков, дочь которого была здесь.
Дорогие друзья, я чувствую себя как дома, потому что здесь полно моих друзей, моих подруг моих юности, друзей, вот, начиная Тита, Семена, там очень много, и чувствую себя вообще как дома. И хочу рассказать, я-то здесь увидел и своих героев, которых я снимал, и свои кадры какие-то увидел, потому что я много лет работаю, и вот хочу рассказать такую историю, как я начал общаться с Национальным центром аудиовизуального наследия. Я тогда работал на телестудии «Ортодойду» Минкультуры на телеканале СТВ, и мы начали работаем, и в один прекрасный день стук в дверь в нашу студию, и заходит девушка и говорит: я из кинохранилища, дайте мне ваши все фильмы и передачи. И мы так удивились, прогнали эту девочку. Это была, конечно, Ая Дорофеевна, Царствие ей небесное, очень хорошая девушка, она очень настырная была. Потом она еще раз пришла, потом еще раз мы закрыли себе двери, сидим, работаем. Петя Шестаков там был, Саша Жуков. Но почему-то окно забыли закрыть, и видим, в окно залезает Ая Дорофеевна, и мы поняли, что от нее не отвертеться, и отдали все наши самые лучшие там концерты Петьки Петрова, Павла Семенова, наш проект новогодний «Джарокеге». А на самом деле это мы очень рады, что они там хранятся, будут потом радовать и дальше наших потомков и так далее. И хочется сказать всем молодым ребятам, которые здесь собрались: не бойтесь сдавать свои фильмы, свои произведения в Национальный центр аудиовизуального наследия. Похлопаем, дорогие друзья! Победителем в номинации «Писатели. Время» становится Руслан Валерьевич Ачиров. Аплодисменты Руслану. Руслана вы знаете как любителя экстрим-видео. Надеемся, что с победой номинации «Писатель и время» он станет писателем, напишет свои мемуары и будет делать это с помощью этого гриля замечательного. Все, спасибо. Вот и завершили вручение номинаций, и сейчас приступаем к вручению спецпризов. На сцену приглашается Алексей Алексеевич Егоров, Эркен, киноактер, продюсер, директор кинокомпании «Саха Фильм». Үйдө күн болдун, күндө доғоттор, бу тәрәхіне тәрбет аудиовизуальный хранилище Вотыгар, Олохан Мақтал дияқ қанада, беге бу Саха кинетін өттігір өлелі қамны ғыджар тәрілті Саха Фильм беге кинелер бедеметтен барыта бу хранилищеға әтергедлі урулла ғыталылар. Иннегінен әтергедлі бу кәлейін қан әмет ошүрбәт чағыл, отутча тёрден чағыл, сүйінен сылкәннеттен қан әмет беге ғымалар бұд, оғылар бұд сиеттер, бит сиеттері көрін беге жамбын маннектер әті дейілдерігер. Механық бар бу опсайынан нахан адалақ, оны тұғалақ жығыла, онына хүрдәқ бір сүрін миссиялақ. Бу кәлінгі біремеға историяны бұйтаргедлі наға оларатар болан әрәділер, кемәрі мандық бол бұта дейір, кемәрі оғындық бота қата атын мандық әті дейір. Ол да касты бұла, ол әтергедлі оны бігергетер күджігінан, қайдақ барынан, қайдақ әтейден баппыростарға әппеттір хранилищаттан қайдақ бары видеоны бұланылы қөп әбіттен. Бу кәліңге беге кәнағайын кәнағас кәлір үтчаттар бұтығар наған адалақ. Онына күтчіктағаны солталақ ден. Бу бірі спецпиристен, бу маны тұттарарбын көңілден. Спецприз номинация кайылаға Николай Николаевич Попов.
Бурные аплодисменты. Мы на сцену приглашаем обладателя спецприза Николая Николаевича Попова. Николай Николаевич предоставил архивные съемки 90-го года по маршруту экспедиции в Алайховском районе, о музее под открытым небом, о старожилах Русского Устья и Чокурдаха. Благодарим автора съемок за увековечивание в кадре уходящих в то время натур, памятников старины и суровых явлений природы Алайхи. Мы сюда приехали заместителем председателя Алайховского райисполкома Вениамином Гавриловичем Чикачевым. Вениамин Гаврилович, коротко нам расскажите, пожалуйста, об этой церкви. Коротко, как вот гласит надпись, это памятник архитектуры 18 века, самая северная русская церковь. Здесь было селение, станчик, жили примерно 10 дворов. Сейчас, значит, из местных никого здесь нет. Памятник золот. Товарищи, с моей точки зрения, принятие закона о правовом режиме чрезвычайного положения необходимо, потому что этого, видимо, требует сегодня ситуация в нашей стране. И я совершенно согласен с выступившим народным депутатом, что принятие этого закона может служить как бы даже и профилактикой таких явлений, как являясь кодексом правовых норм и для граждан, и для, значит, общественных, формальных, неформальных организаций. Для вручения спецприза на сцену приглашается Москвитин Степан Иванович, директор Национального центра аудиовизуального наследия народов республики. Комиссия единодушно приняла решение о вручении специального приза нашему уважаемому Иванову Клименту Егоровичу. Я прошу вас подняться на нашу сцену. Дело в том, что Климент Егорович выкупил у ВГТРК эти материалы. Мы знаем, как в эпоху перемен в 90-х годах, как отстаивала наша республика, интересы нашей республики, разграничение полномочий, природных ресурсов. Эти жаркие дебаты, конечно, Климент Егорович защищал республику как, ну просто как лев. Мы должны все это знать, особенно вот молодое поколение. Поблагодарим Климента Егоровича и наш специальный приз с пожеланием дальнейших успехов и дальнейшего плодотворного сотрудничества. Действительно, к моему 85-летию сделали подарок работники Центрального архива ВГТРК. Оказывается, они снимают каждое выступление депутатов, так, и потом хранят. Я удивился, очень обрадовался. Так, мои выступления, оказывается, были иногда, конечно, очень интересные, нужные. Я защищал интересы трудящихся своей республики, своих избирателей. Даже вот сегодня даже могу сказать, что в то время, оказывается, я с честью оправдал доверие своих избирателей. Вот знаете как, вот это летопись Якутии выполняет очень важную работу. Почему? Потому что каждый народ, каждое поколение должны знать свою историю. Чем лучше знают свою историю, тем будет им
очень легко жить и строить новое. Почему? Потому что даже в старину великие мудрецы говорили, что кто не знает свою историю, тот не может строить свое будущее. Вот поэтому это очень нужная организация, работает, как говорится, вот, очень полезно, эффективно. Я желаю им дальнейших успехов в этой важной работе. Спасибо. Вот и настал волнительный момент. И для вручения главного приза Гран-при на сцену приглашается Силина Марина Владимировна, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Добрый день еще раз, всех с праздником, потому что наш Оскар кинолетописи сегодняшний действительно большое событие, как все здесь отмечали, без прошлого и настоящего нет будущего. И я еще вдвойне рада, что в 1999 году, когда зародилась эта традиция, время было очень сложное, но Центр хранит эту традицию, продолжает. И я надеюсь и просто уверена в том, что и в следующем году, и во все годы этот конкурс будет дальше продолжаться и выйдет, я уверена, на новый уровень. Ну и гран-при 18-го конкурса «Кинолетопись Якутии» объявляется Кустуктуров Василий Васильевич. Давайте подарим бурные аплодисменты обладателю гран-при 18-го республиканского конкурса «Кинолетопись Якутии» Кустуктуров Василий Васильевич. Мы хотим отметить, что на сцену мы пригласили внука Василия Васильевича Кустуктурова Станислава Феликсовича. Василий Васильевич, дедушка Станислава Феликсовича, предоставил наш архив, архивный именной фонд имени Кустуктурова, золотую коллекцию кинохроники 60-х, 70-х годов. Но хотелось бы отметить, что материалы предоставил сын Виталий Васильевич в наш фонд Национального центра. И разрешите предоставить слово Станиславу Феликсовичу. Здрасте. Волнуюсь немного, не обессудьте. Хотел бы поблагодарить всех за оказанную честь принять эти награды. В первую очередь хотел бы поблагодарить, наверное, моих дядь, получается, Виталия и Василия, за то, что они вообще передали этот архив, получается, и сохранили его для своих потомков. Мой дед Василий Кустуктуров был очень уважаемым человеком. Он много где побывал в республике и знал очень многих знаменитых людей советской эпохи. И на его пленках было много чего запечатлено. Получается, очень приятно, что эти архивы, они хранятся, для людей они очень важны, греет душу. Спасибо. Сейчас мы с вами увидим архивные съемки Василия Васильевича Кустуктурова.
Василий Васильевич Кустуктуров – один из выдающихся кино- и фотохроникеров республики, охвативший в своем творчестве широкий пласт общественно-политической, социально-экономической, культурной и спортивной жизни республики в 60-х, 70-х годах. И сейчас внимание на экран. Я сын кинооператора-летописца Василия Васильевича Кустуктурова. От имени нашей семьи хочу выразить огромную благодарность главе республики Айсену Сергеевичу за организацию работ по приемке и обработке архива, руководителю Якутского центра аудиовизуального наследия Москвитина Степана Ивановича и всему коллективу компании за прием и обработку кинопленок. Также руководителю НВК «Саха» Маркову Олегу Олеговичу и коллективу телекомпании за проделанную большую работу по оцифровке кинопленок. Мы очень рады, что результаты работы нашего отца нашли свое место в истории республики и оставили свой след для будущих поколений в республиканском архиве. Большое всем спасибо. Это был Виталий Васильевич Кустуктуров. Именно он принес архивные материалы в наш национальный центр. К сожалению, он находится в Москве, поэтому отправил свое видео поздравление. Итак, дорогие друзья, итоги работы Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия имени Ивана Спиридоновича Жараева за 2022-2023 годы подведены. Авторы и владельцы лучших аудиовизуальных документов получили свои награды. А мы выражаем искренние слова благодарности генеральному спонсору 18-го республиканского конкурса «Кинолетопись Якутии». А генеральным спонсором является публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания». И мы приглашаем на сцену всех участников, членов жюри и почетных гостей 18-го республиканского конкурса «Кинолетопись Якутии». Дорогие друзья, давайте подарим бурные аплодисменты победителю и всем номинантам 18-го республиканского конкурса «Кинолетопись Якутии».